Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжаня вышел из состояния комы, сообщили в его предвыборном штабе. Как отмечается в сообщении, наблюдается позитивная динамика. Аслан Бжаня вышел из комы, и его жизни ничего не угрожает. Он адекватно реагирует на все вопросы, но пока отвечает только кивками головы. Моторика, руки, ноги в движении. Между тем, сегодня с утра у здания Кабинета министров собрались несколько сотен сторонников Аслана Бжаня с требованием отставки министров силового блока и глав районных администраций. В течение дня и в Кабинете министров, и в парламенте проходили встречи с участием депутатов, представителей Аслана Бжаня, общественности и других кандидатов в президенты. Также в течение дня менялись и выдвигаемые требования. Если сначала собравшиеся хотели отставки руководителей всех силовых ведомств, то к концу дня заместителем руководителя предвыборного штаба Леонидом Лакербая было заявлено, что главное требование оппозиции – это отставка министра внутренних дел. Наша съемочная группа целый день находилась на месте событий. Алика Трапш расскажет обо всем подробно. В полдень в Сухуми у здания Кабинета министров стали собираться несколько сотен человек, сторонники кандидата в президенты Аслана Бжаня. Люди требовали от исполняющего обязанности президента Валерия Бгамба отставки ряда министров, руководителей силового блока и глав администрации районов. Здесь паникуют. Вы знаете, чего вы пришли, за что вы пришли, кто? Это власть, которая сейчас, вот МВД или какие-то ребята приходят. За что вы пришли? Объясняем мне, не понимаю, за что Без пришли. конца убивают нас, мы должны терпеть все это. Без конца убивают нас. Умных людей в Абхазии не хотят. Было решено направить делегацию из числа протестующих на встречу с Валерием Бгамбом. В это время ожидавшие на улице люди выражали возмущение в связи с ухудшением состояния здоровья Аслана Бжаня. Не дождавшись результатов переговоров, митингующие зашли внутрь здания и поднялись на 3-й этаж. После встречи со сторонниками Бжаня Валерий Бгамбов встретился со спикером парламента Валерием Кварчем. Во встрече также приняли участие группа депутатов и представитель президента Дмитрий Шамбо. Ближе к 3 часам дня к переговорам присоединились кандидат в вице-президенты Бадра Гумба, заместитель руководителя штаба кандидата в президенты Аслана Бжаня Леонид Лакербая. Переговоры шли за закрытыми дверями. В коридоре периодически происходили небольшие потасовки между представителями власти и оппозиции. В то же время у здания парламента также начали собираться люди. Они выражали возмущение по поводу сложившейся ситуации в стране. Данная ситуация это уже длится 20-25 лет. Мы не хотим этого уже. Действительно людям надоело. Мы хотим жить спокойно, нормально, воспитывать детей. Там наши братья, мои братья там, здесь мои братья. Нет, выбора нету. Но просто хотим в конце концов. Надоело всем нам. И им надоело, и нам надоело. Прийти к одному, чтобы действительно мир был на этой маленькой земле. Везде такое творится, что иногда страшно подумать. Не хочется все это. Всем надоело. Уже дети в политику начали лезть. Нам всем очень неприятно, что один из хороших лидеров оппозиции заболел. Мы об этом все очень сожалеем. Мне, например, понравилось, что, несмотря на тяжелую ситуацию, второй кандидат Ардзинба Адгура Миранович принял решение временно приостановить работу всех штабов по всей Абхазии. Это, я думаю, является проявлением высокой культуры кандидата. Народ от всех таких вот мероприятий устал, и нам очень хочется, чтобы эти стороны сумели найти общие, точки соприкосновения. К собравшимся вышел заместитель руководителя штаба Аслана Бжаня Леонид Лакербая. Он рассказал о состоянии здоровья Аслана Бжаня. Кроме того, Леонид Лакербая отметил, что в случае, если Аслан Бжаня не сможет принять участие в выборах по состоянию здоровья, то штаб будет ставить вопрос о переносе даты выборов. Есть информация достоверная совершенно, что идет не просто улучшение состояния, а резкое улучшение состояния Аслана Георгиевича. Он уже сидит, движутся руки, он может принимать, он может говорить. Ждем медицинского заключения, которое позволит говорить о том, в какие сроки наш кандидат в президенты может вернуться к нормальной деятельности. Исходя из этого, будем ставить вопрос, тот, о котором мы вчера говорили, что без нашего кандидата выборов в Абхазии не будет. Это одна составляющая. Вот эти требования, которые были выставлены сегодня, я углубляться в них не буду, но я считаю, что одно требование
с этической точки зрения оно должно быть просто выполнено неукоснительно. Это требование, касающееся министра внутренних дел, потому что его родной племянник – кандидат в президенты. После обеда к переговорам присоединился кандидат в президенты Адгур Ардзинбе. По завершению встречи он вышел к собравшимся людям. Что касается тех событий, которые происходят сегодня, приезда односельчан Аслана Георгиевича в город Сухум и выражение разного рода требований, а также по поводу высказываний представителей штаба Аслана Георгиевича вчера о том, что выборы в любом случае не состоятся без участия их штаба. Такого рода заявления считаю преждевременными как минимум. Потому что сейчас самое главное, о чем надо думать, это здоровье Аслана Бжани. Когда мы разговаривали с представителем партии Амсахара, мы договорились о следующем, что есть день, есть два-три дня мы ждем, анализируем ситуацию, выясняем причины, по которым ухудшилось состояние здоровья Аслана Георгиевича. После того, когда у нас будет полная информация о том, что с ним произошло, какие у него перспективы, мы будем принимать консолидированное решение, что делать дальше. Но никоим образом, ни под каким давлением, ни под каким скоплением людей мы эти решения принимать не собираемся. Хочу вам сказать в своем лице, что политика, давление, беспредела и первобытных способов достижения своих целей недопустимо. Также Адгур Ардзинбе прокомментировал одно из требований протестующих об отставке министра внутренних дел. Как известно, представители оппозиции требуют отставки министра в связи с тем, что Рауль Смер с ним в родственных отношениях. У меня очень много родственников, и каждый где-то может и работает. Если касается конкретно Рауля Кязымовича Смыр, это не просто мой родственник, это герой Абхазии, человек, который имеет большую историю, ветеран войны. Если есть основания, конкретные основания, то, что он, находясь на своем месте, оказывает поддержку и использует свое служебное положение в мою пользу, пускай предъявят. В итоге, в конце дня, после длительных переговоров, окончательными требованиями представителей оппозиции были озвучены отставка министра внутренних дел и обязательное участие представителей оппозиции в выборах президента. Алика Трапш, Сария Кварацхелия, Саид Джарсали, Алексей Агухава, Степан Мартиросян, Алексей Баструков. Абхазское телевидение. Сегодня же состоялась встреча исполняющего обязанности президента Абхазии премьер-министра Валерия Абганба с кандидатами в президенты Адгуром Ардзинбе, Леонидом Запшипа и кандидатом в вице-президенты Бадрой Гунба. Встреча проходила за закрытыми дверями, после чего Валерий Абганба рассказал об ее итогах. Мы сделаем все для того, чтобы не было таких, как сегодня, случаев, когда люди приходят, я понимаю, на эмоциях человек заболел, но это не означает, что мы должны кого-то увольнять, это не означает, что мы должны прекращать деятельность государства. Государство должно работать. У нас, извините, заработную плату никто не отменил, пенсии никто не отменил. Вот такой разговор был. Естественно, кандидаты согласны с тем, что все должно пройти по закону. Ну и дальше будем мы консультации постоянно проводить и с кандидатами, и проводиться, чтобы завтра я руководителей штабов собираю, всех кандидатов, будем тоже говорить, стараться так, чтобы не было, как сегодня, вопросов. Сегодня журналист Изида Чаня сообщила на своей страничке в социальных сетях о том, что во время работы на площади перед зданием Кабмина она и ее дочь, журналист Ольга Джонуа, подверглись нападению. О том, что произошло, Изида Чаня рассказала в интервью нашей программе. В большинстве случаев все беды наши идут вот от того, что нет осознания того, что такое СМИ, что такое журналистика, почему он вот все время оказывается на острие тех или иных событий. Естественно, сегодня, когда сторонники кандидата Бжания собрались у администрации президента и правительства, естественно, я и корреспондент газеты «Нужная» Ольга Джонова, мы пошли
чтобы выполнить свой журналистский долг. Когда мы уже зашли в здание Кабинета министров, нам переградили, то есть наши коллеги успели пройти, там из «Апсны пресс» девочки прошли, из других СМИ прошли, из «Эхо Кавказа» девочки прошли, а нам преградили путь какие-то мужчины, которые заявили, что вот у меня моя позиция их не устраивает, поэтому они меня не пустят. Я, естественно, спросила, а кто вы такие, являетесь ли вы охраной, по какому праву? Началась как бы вот такая легкая потасовка, они меня толкали периодически, я на какую-то ступеньку спускалась, потом снова подымалась, потом это толкание переросло уже, собственно говоря, в такие грубые выталкивания. И в тот момент, когда я услышала, что Ольга Джонуа, какой-то крик ее, я повернулась, мне кто-то, извините, вот так вот, грубо говоря, кулачком в лицо и врезал. Выяснилось позже, что Ольгу Джонуа тоже стащили с лестницы и вышвырнули за пределы помещения. Что я буду делать? Скорее всего, я буду подавать в прокуратуру заявление, с жалобой. Я понимаю, что у прокуратуры уже скопилось огромное количество моих заявлений, результатов фактически никаких за все эти годы нет, но я считаю, что это правильный путь и что по нему надо идти, поэтому в прокуратуру я подавать буду. Союз журналистов Абхазии сделал заявление, в котором отмечается, что оказание давления, нападение на журналистов, тем более физическое насилие, недопустимо. Союз журналистов Абхазии осуждает подобные действия и призывает правоохранительные органы объективно и оперативно расследовать факты нарушения прав журналистов. Также призывает работников СМИ сотрудничать с правоохранительными органами для расследования всех фактов нарушения их прав. Союз журналистов обращается к политическим силам с призывом соблюдать и уважать права журналистов на профессиональную деятельность и помнить, что безопасность журналистов является необходимым условием свободы слова. Союз журналистов также призывает всех журналистов оперативно, объективно и беспристрастно освещать события, происходящие в стране. Факт нападения на Изиду Чаня и Ольгу Джонуа осудили журналисты ГТРК. Позволять себе такое по отношению к кому бы то ни было нельзя, но тем более по отношению к журналисту, когда применяют силу, это называется воспрепятствуешь работе журналиста. Не нравится, что она пишет, не читай, отвечай в том же издании, подавай в суд, что ли. Я возмущена, как всегда. Это не первый раз я вообще выступаю в защиту журналистов, абхазских, российских. Это не первый случай, когда оказывают давление на журналистов. Как-то так не по-абхазски, не по-кавказски начали себя вести мужчины. Если она сочтет нужным обратиться в суд, мы, коллеги, поддержим, конечно. Это ее право. Подавать в суд или нет. Штаб Леонида Дзапшева призывает граждан республики придерживаться буквы закона и спокойно подойти к проведению выборов. Помощник кандидата в президенты Леонида Дзапшева по связям со СМИ и общественностью Эльза Чанба распространила заявление, в котором отмечается, что на сегодняшний день в результате действий, имевших определенные недопустимые причины, в Абхазии сложилась взрывоопасная ситуация по раскачиванию общества. Под угрозу ставится государственность. Штаб Леонида Дзапшева призывает власть вести себя нейтрально, дабы не было прецедента поддержки одного из кандидатов. Как подчеркивается в заявлении, все стороны обязаны вести себя в рамках конституционного русла, способствовать проведению законных, честных, прозрачных выборов главы государства. Общественная палата Абхазии выступила с обращением к согражданам в связи со сложившейся в стране ситуацией после госпитализации кандидата в президенты Аслана Бжания. Члены палаты призывают дождаться правдивой, объективной информации о причинах ухудшения здоровья Аслана Бжания и не поддаваться чрезмерным эмоциям. Как отмечается в обращении, в народе говорят, ходят разные версии случившегося. Несложно разогреть эту ситуацию до непоправимого взрыва. Общественная палата приветствует намерение предвыборных штабов временно приостановить их деятельность и считает, что только общие усилия помогут привести ситуацию к необходимому равновесию, которое позволяет строить государство на балансе общих интересов, отражающих чаяния всего народа и общества.
К другим новостям. Сегодня в МИД прошла встреча министра Даура Кови с представителями международных неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории республики, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Основной темой встречи стало распространение коронавируса нового типа COVID-2019. Глава МИД обратился к участникам встречи с просьбой о принятии мер предосторожности для защиты и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Абхазии. В частности, речь шла о возможности отмены рабочих поездок и введения ограничений передвижения для работников неправительственных организаций, а также проведении различных встреч и семинаров. В свою очередь, представители неправительственных организаций выразили согласие с необходимостью введения мер предосторожности, а также готовность помочь в борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-2019. Приказом министра здравоохранения и социального обеспечения Тамаза Цахнаки в Абхазии начала работу круглосуточная горячая телефонная линия по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции в республике. Любой желающий может позвонить в любое время дня и ночи по телефонам 226 44 52 и 226 49 55 и получить консультацию специалистов по любым вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. Продолжаем выпуск. В Абхазии начали работу курсы экскурсоводов. Ежегодно при поддержке Госкомитета по курортам и туризму в Абхазском государственном университете, Сухумском государственном колледже и Гагарском гуманитарно-промышленном техникуме имени Кихирипа организуется школа гидов, где можно получить необходимые знания и навыки. Репортаж Гугуцы Вардания. История, этнография, география Абхазии, культура русской речи, психология делового общения, техника безопасности, оказание доврачебной медицинской помощи. Знания по этим и другим дисциплинам, необходимые в работе экскурсовода, можно получить на базе нескольких площадок в Абхазском государственном университете, Сухумском государственном колледже и Гагарском гуманитарном промышленном техникуме имени Бориса Кихирипа. У нас лекции читают преподаватели вузов. Это профессора, доктора и практики, то есть это и врачи, и сотрудники МЧС, и непосредственно сами же преподаватели университета. На протяжении 2 месяцев все желающие освоить профессию экскурсовода смогут получить не только теоретические знания. В программу обучения также входят и выезды по маршрутам. Мы проводим около 200 часов, это теоретическая часть, вся остальная часть, она занимает там более 70 часов. Это выездные экскурсии, практические выезды, где сами же студенты имеют возможность увидеть и быть экскурсантами, и также на практике проявить себя. На курсы могут записаться все желающие граждане Абхазии старше 18 лет. Среди тех, кто пришел в школу экскурсоводов в первый день, есть и студенты, и те, у кого уже есть специальность. Моя специальность первая не связана, конечно, с профессией экскурсовода. Я по специальности вообще инженер-энергетик, заканчивала агроинженерный факультет. Но на сегодняшний день жизнь так сложилась, что я именно хочу обучиться профессии экскурсовода. И я думаю, что я буду работать по этой специальности. Мне нравится работать с людьми. Курсы экскурсоводов будут открыты до середины мая. После окончания учебного процесса всем участникам школы выдадут сертификаты. Однако этого недостаточно, чтобы начать работать. Желающим стать гидами необходимо будет пройти аттестацию. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По информации Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается ночью небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью 5-10, днем 17-22 градуса. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.